Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В Северо-Восточном федеральном университете начался прием документов от школьников для поступления в специализированный учебный и научный центр. Лицеистами в этом году должны стать 108 учащихся 10 классов по 5 профилям. Ну а сколько абитуриентов стали студентами главного вуза региона, гостья студии Елизавета Ильина, ответственный секретарь приемной комиссии СВФУ. Елизавета Алексеевна, здравствуйте. Добрый день. Сколько всего абитуриентов стали студентами СВФУ? Так, у нас в этом году прием документов начался 20 июня, и буквально по 25 июля у нас прием документов продолжался, и по итогам приемной кампании было принято порядка 14 тысяч заявлений. И сейчас у нас завершились два этапа приема в число студентов по программам бакалавриата и специалитета, и таким образом 2595 студентов стали первокурсниками нашего университета, с чем я их и поздравляю. А сколько бюджетных мест было выделено в этом году? На какие специальности оказался самый большой конкурс? И меняются ли предпочтения у поступающих? Так, в этом году у нас было выделено 4496 бюджетных мест. Это по всем уровням образования, на которые у нас проводится прием. Это и среднее профобразование, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура. И в ходе приемной кампании летней у нас проводился прием по всем уровням, кроме аспирантуры. Аспирантура у нас будет проводиться с 5 сентября. Сейчас у нас, как я уже сказала, завершился прием по программам бакалавриата и специалитета. И что касается итогов, вообще в целом по итогам анализа у нас за последние 5-6 лет сохраняется высокий спрос на программы Института математики и информатики, ориентированные на подготовку специалистов IT-отрасли. И программы медицинского института, это по специальностям лечебное дело, педиатрия, стоматология. Тут даже надо сказать, что не только сохраняется высокий спрос, но и ежегодно увеличивается. Так у нас немножко поутих спрос на программы педагогического профиля. Это здесь уже надо анализировать. Почему? А так у нас сохраняется высокий конкурс по программам экономики, юриспруденции и программам, ориентированным на изучение иностранных языков. Это в основном восточные языки и английский язык, китайский язык. Вот здесь уже высокий спрос в этом году. А какие абитуриенты при поступлении имели преимущества? Так, основные преимущества, которые есть у абитуриентов, это особые права. Особые права, которые прописаны в Федеральном законе об образовании. Это поступление без вступительных испытаний. Здесь у нас речь идет об олимпиадниках, то есть победители и призеры олимпиад школьников. Таких в этом году у нас набралось 33 человека, которые к нам поступили, выбрали наш вуз. И особые права, которые также прописаны в федеральном законе, это особые права по социальному положению. В этом году, например, у нас 125 человек из числа детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и ветеранов боевых действий, воспользовались своим особым правом и поступили в наш университет. Так, а что касается дополнительных баллов, так, здесь у нас дополнительные баллы могут набрать те или иные абитуриенты, у которых есть достижения в области спорта и в области учебы. Например, у нас в этом году 185 выпускников с аттестатом с отличием поступили в наш вуз, это плюс 7 баллов к конкурсным. Ну и за значки по итогам сдачи нормативов ГТО, а также получают от 2 до 4 баллов. В этом году таких ребят у нас 113. А сколько студентов, сколько абитуриентов показали самые высокие баллы по ЕГЭ? Так, самые высокие баллы, здесь надо сказать, что у нас немножко снизилось это количество. Например, если в прошлом году было высокобальников, то есть это 80 и выше, таких ребят было 76, то в этом году их немножко меньше. А таких ребят сейчас, вот по итогам, вот на нынешний день, это 55 человек. Так, и 2 ребят, стобальниц, поступили в наш университет. Это одна выпускница, стобальница по литературе поступила на программу с изучением китайского языка. И одна выпускница, тоже стобальница по химии, поступила на специальность лечебное дело. А какие новшества введены были в этом году по приему документов от будущих студентов? Так, если у нас раньше получалось, мы принимали только очно, потом было время, что мы принимали только дистанционно, вот эти 2 года, да, сейчас у нас уже идет 4 способа. 4 способа – это и очно, и через операторов почтовой связи, и дистанционно – это сервис университета, личный кабинет абитуриента, и федеральный сервис – это суперсервис поступления в ВУЗ онлайн,
который у нас реализован в рамках госуслуг. Вот из этих 14 тысяч заявлений вот порядка 15-18% поступили через суперсервис ВУЗ онлайн, то есть это 2298 заявлений. Остальные абитуриенты все-таки предпочли документы сдать очно, то есть это большая половина, ну, ровно 50% подали документы очно, ну и получается некоторые абитуриенты все-таки воспользовались университетом, то есть университетским сервисом, это 5 с лишним тысяч заявлений было подано. А все ли иногородние студенты будут обеспечены общежитием? Так, что касается общежитий, то в этом году для первокурсников выделено 1400 мест. Это в зависимости от учебных подразделений, от контингента. То есть это именно квотированные по каждому учебному подразделению. Вот, например, на АДФ больше, около 70, в Горный институт и так далее. То есть это у нас уже есть приказ. И получается, одно из новшеств этого года мы прием документов проводили параллельно. То есть абитуриент мог подать документы для поступления в ВУЗ и сразу же параллельно на 3-м этаже или через личный кабинет абитуриента мог подать документы для заселения в общежитие. Сейчас у нас по итогам, то есть на 2 августа было принято 2849 заявлений. Ну и сейчас у нас, конечно же, идут итоги. Сейчас у нас идут и итоги по приказам. То есть вот кто у нас уже в приказе, вот тех документы и рассматриваются. А так, если смотреть по критериям на заселение, это опять же вот социальное положение в первую очередь рассматривается. То есть дети-сироты, дети-инвалиды, они заселяются без конкурса. Потом дети иногородние, дети из малоимущих семей и так далее. У нас для заселения в общежитие у нас получается стоимость в месяц 1128 рублей. Это надо оплачивать и пройти медицинский осмотр перед заселением в общежитие. То есть у нас получается это в 4 этапа. Это в начале подачи документов, издание приказа, заключение договора и последнее – это заселение в общежитие. Выход приказа о заселении планируется в конце августа, то есть до 1 сентября, чтобы все студенты были определены по общежитию. И после его издания студент проходит медицинский осмотр, производит оплату за проживание в общежитии. И потом уже надо подойти в предназначенное время уже в свою комнату. Елизавета Алексеевна, спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.